По словам министра имущественных и земельных отношений региона Магомеда Гадаборшева, анализ проделанной работы в разрезе городов и районов республики с июня по декабрь текущего года демонстрирует повышение количества зарегистрированных земельных участков и объектов капитального строительства. Также отметили, что существенным препятствием в оформлении является кадастровая ошибка. Между тем, Махмуд Али Калиматов заявил, что по завершении проводимой сейчас инвентаризации госземель 30% из них будут отведены для решения острого социального вопроса, который стоит уже на протяжении нескольких лет в республике. Это выдача земель малоимущим, стоящим на очереди. Строгий спрос будет с гор райглав. И если вы не наводите там порядок, возникают вопросы в последующем, потому что вот землю выделили и начинают строиться, а потом говорят в чистом поле: у меня нет воды, у меня нет газа, у меня нет света. Вы же, когда в землю-то вот он строить начинает, подойти надо сказать: слушай, вот ты строишься, а вода у тебя где? Газ где? Он вон 300 метров там, километр там. Самовольное подключение, тащит электроэнергию, потом газ. А это ведь источник повышенной опасности. Электроэнергия, газ. Люди гибнут. Если мы порядок не наведем, не можем развивать, мы ни сети не можем, ни воду подать нормально не можем. Земля стоит, и вот объект стоит, 20 лет стоит и плевать. Слушайте, нет, давайте, забирайте. Ищите, кто и чей это. Мы их на торги выставим, эти участки, некоторые будем продавать, а за счет этих вырученных денег будем подводить сети. Пока вы не дойдете до того, что в юридической плоскости вы не будете работать, у вас никогда не будет порядка. И всегда к вам будут вопросы. Также в ходе совещания отметили, что в результате проведенной на федеральном уровне руководством республики работы региону выделена финансовая поддержка на оплату просроченной кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам. Средства в размере более 423 миллионов рублей уже поступили в региональное министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам, на оплату услуг ЖКХ и лекарственному обеспечению. Мы закрыли с 15-17 года все социальные вопросы. Мы и Минфин России обговорили. Сперва мы все будем закрывать долги по социальным вопросам. Женщины, дети, старики, репрессированные. А то друг другу поназанимали, расписки дали, набрали фальшивых свидетелей, идут в суд. Они думают, что это на государство вешают. Слушай, это деньги, которые не достанутся дедушке, ребенку, многодетной матери, нашей бабушке. Вот это деньги. Думаешь, ты это своровал и все, что ли? Да ничего подобного. Просто их выплачивать не буду. Сегодняшний вопрос, он предполагает нам наполнение бюджета, доходов, которые мы можем регулировать и на стариков, и на детей, и на больницы, и на учителей. Мы много чего можем делать. В завершении совещания руководитель региона подчеркнул, что контроль над решением по объектам недвижимости будет усилен, а ответственным по реализации плана инвентаризации с января следующего года назначается первый вице-премьер правительства Ингушетии Олег Фурсов, который лично в постоянном режиме будет докладывать о ситуации главе субъекта. Хази Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.